Добрый день, я Габышев Николай, и для такого масштабного конкурса «Зима начинается в Якутии», а именно конкретно кулинарный вкус Якутии, представляю кулинарный такой вот мастер-класс. Сегодня я, как Габышев Николай, владелец ресторана «Река Озеро Лес» современной якутской кухни, я приготовлю такое современное блюдо. Сейчас начинается и идет уже, когда наступили морозы, сезон мяса, поэтому я буду использовать такое замечательное мясо, как якутская жеребятина. Я вот специально подготовил и вырезал небольшие куски именно из задней части, и здесь на данный момент вот подготовлю мясо. Особенность в том, что жеребятина почти везде, в любой части, она является, ну, грубо говоря, мягким, потому что жеребенок всего 6 месяцев, поэтому мясо очень мягкое, да. Возьму где-то в среднем размер до 200 грамм, такой вот небольшой стейк. Можно заметить, как расположены волокна, как раз это будет очень хорошо при нарезке, будет очень удобно, и мясо останется сочным. Да, также можно использовать и любую другую часть, которая, соответственно, у меня заранее подготовлена. Мариновать мясо, но нужно для того, чтобы, в принципе, оно оставалось более сочным. Для маринада вот у меня заранее подготовлены такие корешки петрушки. Мы их немножко помнем, добавим в мясо. Немножко добавим соль. Если вы планируете долго мариновать мясо, соответственно, конечно, соли нужно добавлять в 3 раза меньше, да? Либо хорошо посолить его, помыть через час, а дальше его замариновать дальше. Также добавим немного растительного масла. Добавим перец, мельницу. И также добавим репчатый лук. Репчатый лук. Репчатый лук для любого маринада лучше нарезать крупно. Это даст возможность луку более долго отдавать свои экстраактивные вещества, и при этом, соответственно, он не испортится быстро. Да, потому что первое, что портится в маринаде, это лук. Когда портится лук, соответственно, потом следом портятся все остальные продукты. Да, добавим репчатый лук. Здесь также у нас пойдет репчатый лук на украшение, поэтому мы аккуратно подготовим и для украшений. А вот такой крупный лук мы нарежем его на 3 части, немного помнем и добавим его сюда. Вот такой у нас получился довольно простой маринад. Да, довольно простой маринад. Ничего особенного. Желательно, конечно, чтобы это мясо более длительный период полежало и мариновалось, если есть возможность и время. Так, следом что мы сделаем? На гарнир у нас пойдет, как ни странно, будет морковка. Ну, морковки содержится витамин А, да, каротин, который довольно очень полезный и необходимый для роста, ну и для детей особенно. Поэтому будем использовать морковку. Морковку, некоторые хозяйки думают, что морковку очень тяжело обрабатывать. На самом деле, я вас уверяю, это очень быстро. Я это сделаю буквально сейчас при вас, да?
Достаточно иметь вот такую очень хорошую овощечистку, и все у вас будет отлично получаться. Чтобы морковку приготовить, морковное пюре приготовить очень хорошо и качественно, для этого нам понадобится его нарезать с помощью терки. Да. Это нужно для того, чтобы морковка при жарке имела более равномерное при обжаривании. Да, это очень важно, чтобы она равномерно обжарилась. Если это не происходит, соответственно, у вас морковка, она такая твердая, где-то у вас будет дожаренная, где-то не дожаренная, и потом в процессе приготовления пюре сложатся огромные проблемы. Да, ну и вкус будет, конечно, совсем другой. Морковку, конечно, мало в последнее время кто использует, но есть в этом смысл. Все-таки это те овощи, которые постоянно у нас есть, но и они тоже очень полезные, просто нужно правильно их готовить. Так, ну вот у нас есть морковка. Да, следом морковку мы отправляем ее жарить. Жарить будем на растительном масле. Можно, наверное, на смеси растительном и чуть-чуть оливкового. Оливковое масло при жарке быстрее будет нагреваться, поэтому процесс будет гораздо быстрее, да? Обжариваем морковку. И как я и напоминал, что морковку надо обжаривать внимательно, чтобы она обжарилась со всех сторон. Это очень важно. От этого будет зависеть качество, да? Еще в приготовлении морковного пюре, конечно, не надо отвлекаться. Можно убавить немного. Пусть спокойно морковочка обжарится, поджарится, подготовится. Следом, конечно, у нас будет сразу готовиться голубичный соус. Особенность голубичного соуса заключается в том, что мы будем использовать также экологически чистую местную голубику. Это собранная в районе Алдана. Да, вот такая вот свежемороженая голубика. Хранится долго и при этом сохраняет все свои определенные витамины. Особенность этого соуса в том, что я просто покажу, насколько технология помогает сохранить вкус, цвет и качество, соответственно, этих ягод. Да, но при этом придаст такой более другой вкус, да. Также в этот голубичный соус я буду добавлять немного траву тимьян. Да, такая ароматная трава. Очень хорошо будет гармонировать, да, с голубикой. Также, соответственно, немного добавлю заранее приготовленный мясной соус на основе говяжьих костей оленя. Это мясной соус придаст не только такой мясной вкус соусу, но и при этом, конечно, даст такую определенную вязкость. Ну вот, наша морковка подошла, видите, когда я надавливаю, соответственно, она у нас ломается замечательно со всех сторон. Надо убедиться, что она обжарилась, нигде не прилипла сбоку. Да, ну, в принципе, я думаю, отлично. Следом начинаем готовить соус из голубики. Морковки надо, чтобы она немного остыла. Поэтому немножко мы ее положим, чтобы она остывала. Ну и приступим к приготовлению голубичного соуса. У голубичного соуса есть особенность в том, что, конечно, в любой соус, особенно с ягодами, в любом случае понадобится вам сахар. Поэтому я добавлю сахар. Только сахар при этом я превращу его в карамель. Да, вот в принципе немного. Я насыпаю на горячую сковородку для того, чтобы, соответственно, мне превратилась карамель. Когда превращается в карамель, при этом, соответственно, сахар теряет такую определенную сладость, а составляет более такой эластичный становится. Это очень хорошо для соуса, и соус при этом становится очень такой более
качественный, да, чем вы просто возьмете и добавите туда сахар. Я специально не трогаю для того, чтобы он начинал поджариваться, да, чтобы температура поднялась. Как только он начнет, я сразу его помешаю и превращу его в такую карамель. Это занимает не очень долго времени. Вот сахар начинает уже таять. Вот можно заметить. Да, здесь тоже надо быть внимательным, так как сахар может сгореть. Причем так очень моментально это происходит. Поэтому никуда не торопитесь, занимайтесь только соусом. Я еще немного подожду, чтобы он такой стал более коричневый, более однородный. И, соответственно, также я добавлю сразу репчатый лук. Да, репчатый лук в соусе с голубикой будет просто отлично. Добавляю прямо сахарную карамель. Это нужно для того, чтобы не добавлять масло. Если я добавлю масло в соус с ягодой, то тогда очень сильно исказится вкус соуса, да, и ягода, вкус будет не такой свежий, да, такой не яркий. Поэтому я масло не добавляю, а обжариваю сразу его в сахарной карамель. Потом добавлю немного бальзамический уксус темный, да, но добавлю его совсем, в принципе, немного, чтобы он еще успел выпариться, да. И опять аккуратно все перемешаю. Да, вот после того, когда я добавил бальзамический уксус, надо, чтобы он немного выпарился. И заодно как раз собрал всю сахарную карамель, которая у нас прилипла к бокам. Которая у нас вот здесь, где-то на дне еще расходится. Лук у нас отлично карамелизовался и имеет такой приятный цвет. Да, бальзамический уксус тоже выпарился, можно заметить. Да, и добавляем мясной соус. Мясной соус тоже мы немного подвыпариваем. Пока мы начинаем выпаривать мясной соус, добавим наш тимьян. Надо учитывать, что я использую свежую зелень, да, соответственно, у нее концентрация менее такая, в отсутствии того, что если вы будете добавлять тимьян, сухую специю. Сухая специя более ароматная будет. Кроме тимьяна больше никакую другую специю добавлять не буду, но немного добавлю молотый перец. Здесь есть определенная особенность в том, что соус был такой эластичный, более консистенция подходила очень хорошо. Нужно, конечно, выпарить, все надо выпаривать, тогда вкус будет более концентрированный, более яркий. Потому что если сейчас мы добавим сюда ягоду, в ягоды есть свой сок, который, соответственно, даст нам более такое. Немного добавим молотый чеснок. Чеснок тоже очень хорошо гармонирует. Несмотря на то, что соус на основе ягод, да, чеснок здесь тоже нужен. Только немного, много добавлять не надо. Буквально еще 3-5 минут соус у нас подвыпарится, и следом у нас, соответственно, пойдет ягода. Понадобится нам ручной блендер для того, чтобы все это дело измельчить. Вот буквально какое-то время он у нас опять становится такой густой. И добавляю свежемороженую голубику. Да.
видите, какие пропорции, соответственно, огромное количество ягод, немного подготовленного соуса. Но особенность заключается в том, что мы не будем сильно доводить до кипения, а как только начнет кипеть, мы сразу же это уберем. Для того, чтобы в ягоде сохранились все вкусовые особенности, цвет, все было грамотно. Самое главное, такой яркий натуральный вкус. Поэтому как только он будет закипать, я его уберу. Вот видите, начал закипать. Вот как раз в этот момент нам нужно его убирать. Как только начинает закипать. Я вот немного помешал, убедился, что закипело. Да, ну вот все. При этом, соответственно, мы уже убираем. Так, ну вот, соус у нас получился вот такой, да, и начинаем его пробивать. Когда вы пробиваете с помощью блендера, да, при этом вкус становится более однородный, да, и вкус более яркий. Ну, пробивать надо хорошо, чтобы не было текстуры. Ну вот, соус у нас готовый. Можно посмотреть, какая у него текстура. Да, вкус такой замечательный, мясной, ягодный, очень здорово. Пока соус уберем немного охладить. Да, морковка у нас подошла, уже остыла, отлично. И аккуратно мы все помещаем в настольный блендер, да, это бликсер, такой робокоп. Все помещаем в робокоп. Секрет в том, что мы сюда добавим воды. Да, вот такое морковное пюре, чтобы вкус такой был более природный, сбалансированный. Куда же без воды, конечно, поэтому мы добавим воду. Начинаем пробивать и постепенно будем добавлять растопленное сливочное масло. Ну, его буквально немного. Или, в принципе, как бы, я думаю, что не будем постепенно это делать, а добавим его прямо туда, сразу. В этом и есть прелесть оборудования, в том, что оно и так все приготовит. Да. Пробиваем до более однородной массы. Да. Ну, в принципе, уже готово. И вот получается вот такое вот такой консистенции замечательное пюре. Я хотел добавить соли, но соли здесь не надо. Итак, все здорово. Пюре у нас готово. Осталось последнее, как говорится, завершение. Нам нужно отправить жарить жеребятину. Жеребятину отправим жарить на дровяном гриле. Поэтому начинаем уже готовить. Так, ну, в последнем завершении немного добавим овощей. Для этого нам немного обжарим их на оливковом масле. Оливковое масло, как я уже говорил, гораздо быстрее нагревается. Поэтому, ну и оливковое масло более полезное, конечно, больше растительных жиров. Обжаривать будем брокколи.
и репчатый лук, который мы подготовили на украшение. Можно немного посолить, добавить перец. Брокколи предварительно я отварил, а затем обжариваю. Обжариваю довольно быстро, чтобы опять же сохранилось максимально полезные свойства. И самое главное, цвет. Вот такая легкая жареная корочка нам подойдет. Все, овощи у меня готовы. Ну вот, мясо у нас готово. Получилось степени прожарки medium, как я говорил, чтобы сохранить полезные свойства и вкус. Medium нам как раз подойдет. Почему подавать на деревянной доске? Деревянная доска издает такое свое тепло, да, но дерево вообще издает тепло. Но и деревянные блюда, если вы подаете, например, что-то натуральное, лесное, то обязательно, конечно, лучше это на деревянной доске делать. Тогда все будет очень гармонично. Да, то как раз это будет отлично выделяться. Начнем с морковного пюре. Морковное пюре буквально сразу с блендера я добавлю. На порцию нам пойдет совсем немного. Вот примерно такое количество будет достаточно. Затем мы нарезаем мясо. Да, мясо получилось очень хорошо. И вот эта жареная такая корочка как раз сохраняет такой конкретный сок. Да, зелень нам здесь особо не надо добавлять, потому что брокколи у нас и так зеленая. В конце мы добавляем, соответственно, наш голубичный соус, который мы приготовили отдельно. Если вам он понравился, то можно подать его отдельно в соуснике. Ну вот, блюдо с жеребятины на гриле с брокколи, морковным пюре и голубичным соусом готово. Желаю вам приятного аппетита и удачи участникам.